Древние римляне считали их цветами, которые сорвал ветер, и верили, что эти цветы способны предотвратить войну. Древние же греки называли их символами бессмертия души, а ацтеки без них не представляли бога растительности, любви и весны. Между тем, отдельно их представители из-за окраса некогда считались предвестниками смерти и эпидемий, а чешуйка с их крыльев, согласно поверьям, попадая в глаза, могла вызвать слепоту и, возможно, даже скорую гибель. Чешуекрылые, так по-научному называют этих насекомых, и количество их ныне существующих видов, по оценкам ученых, достигает 150 тысяч. Сегодня в наукомании летающие цветы, то есть бабочки. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Как называется наука о бабочках и зачем их изучать? Лесные гигантские совы, бабочки с цифрами на крыльях и даже бабочки-стекло. Расскажем про самые необычные порхающие цветы. Какие виды бабочек можно встретить в Беларуси и сколько среди этой красоты самых настоящих вредителей? Ископаемые остатки чешуекрылых известны еще с юрского периода, и возраст их примерно 190 миллионов лет. Предлагаю изучить историю вопроса, а также узнать, когда зародилась наука о летающих цветах. Первые упоминания о насекомых датируются еще третьим тысячелетием до нашей эры. На египетских папирусах описывали опустошительные налеты саранчи, а в древнекитайских рукописях можно найти сведения о разведении тутового шелкопряда. Сама же наука о насекомых, энтомология, возникла только в 17 веке, а веком позже ученые заинтересовались отдельно бабочками, положив начало развитию лепидоптерологии. Одной из первых книг, где можно было увидеть южноамериканских бабочек и проследить ранние стадии их развития, называют книгу немецкой художницы-энтомолога Марии Сибиллы. Издание вышло в свет в 1705 году, а спустя почти четверть века в Петербурге при Кунсткамере создается отдел зоологии, в котором экспонировалась коллекция экзотических бабочек и других насекомых. В это же время в Москве формируется коллекция диковинных бабочек горнозаводчиков Демидовых. На белорусских землях начало лепидоптерологии положил в 1864 году российский энтомолог Эрнест Баллион. Он опубликовал работу, которая была посвящена чешуекрылым, собранным в окрестностях города Горки Могилевской губернии. В настоящее время лепидоптерологи ежегодно описывают около 1000 новых видов бабочек. К одним из самых уникальных относится, например, бабочка калиптра. Некоторые преимущественно тропические виды данного рода питаются кровью и слезной жидкостью млекопитающих. Такая бабочка-вампир является исключением для отряда чешуекрылых. Интересен и такой вид, как каликора, обитающий в Центральной и Южной Америке. У некоторых бабочек из этого вида крылья украшают цифры 88 и 89. Туземцы считают встречу с такой бабочкой знаком удачи. Итак, мы уже разобрались, что бабочками занимаются ученые-лепидоптерологи. Пришло время подробнее поговорить об этой интересной науке и о том, как она развивается в нашей стране. В студии «Наукомании» ученый, который без преувеличения о бабочках знает все. Анатолий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Викторович Кулак, ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных научно-практического центра Академии наук Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук. Учитель географии и биологии, магистр образования в области биологии, член ученого совета научно-практического центра Академии наук Беларуси по биоресурсам, член белорусского и украинского энтомологических обществ, европейских организаций по изучению и охране дневных и ночных чешуекрылых насекомых. Основные направления исследований: биоразнообразие, экологии чешуекрылых насекомых, разработка научных основ сохранения насекомых, энтомокомплексы особо охраняемых природных территорий, влияние изменений климата на энтомофауну. Анатолий Викторович, но с приходом тепла появляются и первые бабочки. Сколько их, в принципе, в мире и сколько можно увидеть в Беларуси? В Беларуси на данный момент известно около 2000 видов бабочек, приблизительно из 60 семейств. Но все эти цифры приблизительные. Каждый год мы находим какие-то новые виды. Связано это и с тем, что одни виды редкие, обитают на каких-то очень ограниченных территориях, на границах ареалов. Другие виды приходят к нам из-за того, что изменяется климат, допустим. А в мире известно около 200 тысяч видов бабочек. Это огромная армия порхающих животного цветов. Мира. Да, порхающих цветов. Ну, вы к нам тоже с бабочками пришли, так сказать, и вот живая, если я правильно понимаю, хотя
как неживая, вот, она всегда спокойная? Это Actias dubernardi. Самец как раз родился сегодня ночью. Редкая ночная бабочка из Китая. И недавно еще обнаружена на соседних с Китаем территориях. У нас не найдешь такую. Нет. Но вид можно успешно выращивать, поскольку гусеницы едят сосну. Это одна из самых грациозных, самых таких изящных бабочек в мире. Сейчас она сидит, потому что вид ночной, а днем вот, при ярком освещении у нее состояние покоя. Хорошо, рассказывайте вот про эту красоту, потому что я правильно понимаю, что здесь не только наши, но и импортные тоже. Часть белорусских, часть экзотические виды. Многие не знают, что некоторые виды бабочек ядовиты. И, например, белорусская медведица Кая, вот она, яркие задние крылышки. Людям, которые знают о мире насекомых, четко подсказывают, что осторожно, этот вид ядовит. Ядовитыми, на стадии взрослой крылатой стадии, она называется по-научному имаго, являются и медведицы, и пестрянки. Ядовита у них гемолимфа. Допустим, у пестрянок в гемолимфе там находится аналог синильной кислоты. Мы знаем, что это сильнейший яд для теплокровных животных. Вот в этой красоте вот такая... Да, так она защищается от хищников. Есть виды, которые ядовиты на стадии гусеницы. Вот аутомерис. Глазастые, крылья, да. А в состоянии покоя они спрятаны за передние, которые похожи на листики. Так вот, гусеницы имеют настолько жгучие щетинки, что человек, когда притрагивается, гусеницы жгутся гораздо сильнее, чем крапива. Их родственники из Южной Америки, род ланомия, настолько ядовиты, что человек, невольно прикоснувшись, допустим, к дереву, а гусеницы любят маскироваться и отдыхать на стволах, допустим, дерева, просто может упасть сразу замертво, там, от паралича дыхания, и наступает смерть. И такие случаи, насколько я знаю, происходят ежегодно. И говоря о разнообразии бабочек, следует сказать, что многие из них очень тесно связаны с каким-то определенным видом растений. Вот из Южной Америки бражник с длинным-длинным хоботком. Это который... Знаете, да, длинный вот хоботок развернутый. Он именно для того, чтобы поглощать нектар из глубокого венчика орхидей, которые там произрастают. Следовательно, если бабочка становится редкой, исчезает и орхидея. Как все взаимосвязано. Да. А вот это у нас такое ж, наверное, не увидишь. В этой коробке все бабочки, тропические. Две из них самые крупные вверху. Это серая агриппина, вид из Южной Америки, данный экземпляр из Перу, например. А ниже это павлиноглазка Цезарь или императорская павлиноглазка, родственница атласу. Вот принес и кокон, который завивает гусеницы этого вида. Да. Из такого кокона появляется потом павлиноглазка. Такой кокон серьезный. Да. Некоторые коконы похожи на плоды какие-то или стручки растений. Вот смотрите, какой кокон у Ротинии нивары из Китая. Птицы, как правило, проигнорируют такой предмет, не догадаются, что там находится лакомая питательная куколка. То есть мастера маскировки еще, да. Ко всему прочему. Да, что касается мастеров маскировки, могу вам продемонстрировать из Китая камилу или листовидку. Здесь она похожа на листики, как правило, на ветках сидит со сложенными крылышками, похожие на листики. Но когда она расправляет крылья, она становится яркая, четкая. Ого. И опять же, рыжие полосы на таком синем фоне, они, как правило, отпугивают хищников, потому что многие ядовитые бабочки имеют именно такую раскраску. Их цвет, это же тоже, наверное, как искусство в природе, да? То есть от чего это все зависит? Но они такие разные, такие красивые. Цвет обусловлен работой генов, которые заложены в этот вид. Но часть видов имеет пигментную окраску. Та расцветка, которая не имеет металлических каких-то отблесков, называется пигментная. На солнышке она постепенно выгорает. А есть виды, которые имеют именно пигментную окраску. Взгляните на эту морфу циприс из Южной Америки. Красиво. Все ее переливы обусловлены тем, что чешуйки имеют оптическую форму, и здесь переломляется свет. На самом деле синих пигментов у этой бабочки нет. Все за счет переломления света. Такие бабочки уж точно не выгорают. Это да, красота. О красивой и полезной стороне вот этой вот всей порхающей красоты мы поговорили, но есть еще другая сторона вредительства. Каких бабочек не стоит пускать на свой огород, расскажут мои коллеги. Вредителей бабочек можно подразделить согласно их месту обитания.
относящихся к полевым культурам или к местам хранения и переработки зерновой продукции. Но вредят чаще всего не сами бабочки, а гусеницы. И если личинки капустницы каждый уважающий себя дачник знает, что называется, в лицо, то с гусеницей, например, озимой совки вполне может быть и не знаком. А между тем, по словам специалистов, она одна из самых вредных, предпочитает картофель, подсолнечник и свеклу. Подгрызает растения у корней, даже выедает зародыши семян в почве. И вовсе более 100 видов культур готов атаковать стеблевой кукурузный мотылек. Но в нашей стране он специализируется как раз на царице полей. Вредят, естественно, гусеницы, питаясь внутри стеблей и початков кукурузы, что, соответственно, приводит к снижению урожая зерна и зеленой массы. Что касается, так сказать, домашних вредителей, то самые распространенные у нас – мельничные огневки. Бабочки темно-серого цвета, которых мы иногда находим в муке, крупах, сухофруктах и орехах. Обитают же они в основном на мукомольных комбинатах, хлебозаводах и мельницах. Особый метод борьбы именно с ними разработали сотрудники лаборатории энтомологии Института защиты растений. Так, при методически правильной расстановке ловушек с феромоном мирон, который синтезирован в Институте биоорганической химии, ущерб от мельничной огневки можно свести к минимуму. Это биологический метод борьбы с вредителями. Принцип довольно прост. Вещества, которые привлекают насекомых противоположного пола, размещают в специальных ловушках. Для каждого вида вредителей своя, главное грамотно подобрать феромон. С помощью феромона мы выявим, есть ли в посевах вредитель, установим численность какая и можем спрогнозировать, сколько бабочки отложат яиц и потом вылупится гусеницы и какая вредоносность ожидается в этом сезоне. Эти данные ученые обязательно учтут при планировании химической атаки на вредителей. Полевые культуры обрабатывают специальными препаратами, называются которые инсектициды. Здесь важна и дозировка, и количество, и даже периодичность. И все это в процессе научных исследований также определяют специалисты Института защиты растений. Это «Наукомания». Сегодня вместе изучаем летающие цветы и смотрите далее. В поисках самых красивых и не самых известных, как проходят научные экспедиции лепидоптерологов. Не дать исчезнуть, сколько бабочек в Красной книге Беларуси. И когда бабочки живут дома. О новом увлечении белорусов расскажем в нашем сюжете. Анатолий Викторович, расскажите об экспедициях. Хочется узнать вообще, как это все происходит. Вы как за ними следите? Как вы находите какие-то новые виды? Но это же надо все в голове держать. Или вы всех уже в лицо знаете, и когда видите что-то новое, точно знаете, что это что-то новое? Значительная часть года проходит в полевых экспедиционных условиях. Это большой тяжелый рюкзак за спиной, с палаткой, с спецоборудованием. Порой это спецоборудование, например, портативная электростанция весит 20 килограмм, дорогостоящие лампы и так далее. С коллегами на машине мы курсируем по всей Белоруссии. Ночных бабочек ловишь всю ночь. Это, как правило, большой экран белого цвета. Напротив него висит лампа мощная, и они собираются на свет. Вот такая особенность большинства бабочек – это то, что их привлекает свет. Не спишь ночь. Затем в течение дня ищешь дневных бабочек. Так и проходят сутки за сутками. Возвращаешься с богатыми результатами, богатым уловом, довольный, и отсыпаешься. Что за последние, может быть, годы вот какие-то, может быть, необычные новые виды открыли, чего до этого не видели? Что касается Белоруссии, то находим почти каждый год те виды, которых раньше мы не видели. Связано это с разными причинами. Некоторые бабочки, они четко приурочены к какому-то кормовому растению гусениц. И, как правило, далеко не разлетаются оттуда. Эти же растения могут быть редки у нас. И такие вот случаи есть. Ищешь редкое растение, возможно, там же и будет эта бабочка, и на какой-то очередной раз ты ее там находишь. В прошлом году я нашел 2 новых вида пиадиниц, новых для Беларуси. Это южные виды, связаны это, скорее всего, с изменениями климата, в принципе, с его потеплением. Но, к сожалению, часть видов
Потом оказывается так, что мы знали, они обитают, но они исчезают. А в Красной книге много бабочек? Мы внесли 34 вида в последнее издание Красной книги. Вообще, Красная книга пересматривается каждые 10 лет, и мы что-то исключаем, что-то вносим. Я полагаю, что в следующем издании Красной книги бабочек будет больше, потому что они очень хорошие индикаторы изменений окружающей среды, влияния человека, влияния климата на окружающую среду. Действительно, многие из них сокращаются в численности и нуждаются в охране. Не просто охране даже биотопа, в котором они обитают. Хотя это главнее всего, а в конкретном вмешательстве в среду, их расселить и увеличить количество кормового растения в биотопе и так далее. В окрестностях дач обитала и траурница. Взгляните на эту красотку. Она и сейчас обитает, но стала намного более редкой. Это был весьма обычный вид, который развивался в деревне. Гусеницы висели прямо шапками, действительно они развиваются так колониально, шапками там, на березе, на иве. Сейчас это большая редкость у нас в Беларуси, как правило. А вот хочу вам по Красной книге показать несколько просто уникальных видов. Вот под бражником «Мертвая голова», который известен всему миру по фильму «Молчание ягнят», расположены две перламутровки. Перламутровка Фрига и перламутровка Фрея. Да, у нас много видов перламутровок, но эти обитают именно на верховых болотах. Они летали вместе с шерстистыми носорогами в далеком прошлом, с мамонтами. Те вымерли, а данные виды до сих пор сохранились на территории Беларуси на крупных верховых болотах. Потому что верховые болота, они как концентрат реликтовых видов, холодолюбивых видов. К сожалению, сейчас эти виды стали или очень редкими, или же, я могу сказать, как, скажем, эксперт по бабочкам, скорее всего, на территории Беларуси они вымерли. Буквально, 10 лет назад их еще можно было найти, хотя очень редко, всего лишь на нескольких белорусских болотах, сейчас их там нету. Ничего себе. Зато мы нашли медведицу метелькану. Вот она еще ниже медведица метелькана. Бабочка обитает на низинных болотах. Вид невероятно уникальный. Она не способна к каким-то более-менее дальним миграциям. В Европе, по сути дела, всего лишь несколько локалитетов, где этот вид обитает. И далеко-далеко за пределами сплошного ареала, вот он у нас на территории Беларуси, в Беловежской пуще и в заказнике Звонец. Больше нигде не найден. Вид очень-очень редкий и очень-очень ценный. Я так понимаю, что о бабочках можно говорить бесконечно долго, так же, как они бесконечно красивы и интересны. Мы собрали прямо сейчас самые интересные факты со всей планеты и готовы вас удивить. По традиции, научный обзор. Бабочки видят мир как мозаику из шестигранных кусочков, а все потому, что глаза их состоят из тысяч отдельных сегментов фасеток. Отсюда и название «фасеточные глаза». Известно, что цвета чешуекрылые начинают различать с 3-4 метров и видят окружающую среду более яркой и разноцветной, чем люди. Тем не менее, в наибольшей степени их привлекают только два цвета – сине-фиолетовый и желто-красный. Помимо этого, бабочки еще и ультрафиолетовый спектр улавливают, чего не можем сделать мы. Узор крыльев бабочек уникален точно так же, как пятна на шкуре леопарда и отпечатки пальцев человека. Формируется окрас чешуекрылых в зависимости от рациона питания гусеницы и от температуры, при которой происходил процесс трансформации куколки. При этом почти все виды бабочек имеют одинаковый симметричный узор крыльев. Исключение урания мадагаскарская, окрас ее крыльев зачастую асимметричен. Самой большой в мире частной коллекции бабочек 10 миллионов экземпляров. Принадлежит она Томасу Виту. Увидеть ее можно в музее в Мюнхене. Практически в 5 раз меньше коллекция банкира Уолтера Ротшильда. Насчитывает она 2 миллиона 250 тысяч летающих цветов и экспонируется в музее естествознания в Великобритании. Из самых внушительных коллекций бабочек в России коллекция внука Николая I Николая Романова. Более 110 тысяч экземпляров, которые представлены сейчас в Зоологическом музее Российской академии наук. А в Зоологическом музее МГУ находится коллекция русского лепидоптеролога Анатолия Цветаева. В ней 84 тысячи порхающих цветов. Во всем мире бабочек не только изучают, собирают и коллекционируют, а еще и едят. Энтомофагия, именно так называется по-научному поедание насекомых. В Азии куколок тутового шелкопряда употребляют в жареном или засахаренном виде, конечно, предварительно с них снимают шелк. А в Таиланде и вовсе в 1987 году Министерство здравоохранения включило куколок шелкопряда в перечень продуктов, которые могут разнообразить рацион школьников.
Для тех, кто только что к нам присоединился, рассказываю, что мы сегодня в Наукомании изучаем мир живых цветов, то есть бабочек. И у нас в гостях лучший специалист в области лепидоптерологии. Анатолий Викторович, все понятно с эстетикой. Наблюдать за бабочками это просто здорово, да? А что еще, какую пользу, может быть, прям вот такую осязаемую они могут принести? Например, те же коконы. Вот как-то вы так показывали их, Да. интересно. Перед вами коконы нескольких павлиноглазок. Это кокон павлиноглазки «Атлас», ну, такие же плетет павлиноглазка «Цезарь», представленная вот здесь в коробочке. По сути дела, это готовая прочная ткань. Их разрезают, сшивают и, например, в Юго-Восточной Азии делают кошельки, сумки, ну, что-либо еще, для чего нужна очень прочная ткань. Все знают, что шелк на самом деле это ценная ткань. С этой целью получения шелковых тканей разводят несколько видов. Например, тутовый шелкопряд и несколько видов павлиноглазок. Шелк продуцируют гусеницы, когда делают коконы. Ну, а люди эти коконы научились там разматывать, расплетать и затем свивать в ниточку, ну и получать ткани. Что сейчас в приоритете у лепидоптерологов? Вот расскажите, белорусских. Конечно же, работая в Академии наук, всегда придерживаешься тех программ, которые идут по научным исследованиям, ну и работаешь в рамках этих программ. Сейчас, например, я изучаю вредителя американскую белую бабочку. Это новый вид для Белоруссии. Он пришел к нам с югов, с Украины, и сейчас просто оккупировал Гомельскую область. И надо срочно разрабатывать методы борьбы для того, чтобы сдержать эту экспансию, ну а там в Гомельской области подавить этот вид. Иначе он просто-напросто объест сады, парки, возможно, расселится по лесам, и там причинит тоже колоссальный ущерб. Но это одно направление. Но основное мое направление – это охрана природы. Организация каких-то заказников или ревизия заказников местного, республиканского значения, исследования в заповедниках, национальных парках, для того, чтобы понимать, какие процессы там происходят, что надо сделать для того, чтобы те же сообщества всего животного мира сохранились. Часто бабочки как раз-таки демонстрируют то, что надо вмешаться, надо там выкосить, надо вырубить. Такая лакмусовая бумажка для вас. Да. Одно из моих направлений – это изучение влияния климатических изменений на видовое разнообразие бабочек. И я четко могу говорить о том, что климат меняется, и разнообразие бабочек тоже очень сильно меняется. Более того, меняется их обилие в природе. Прошлый год, с осени 2019 года, зима 2020, начало весны, он был за многие-многие десятилетия последние, а может и столетия, просто уникальным. По сути дела, на территории Белоруссии зимы или почти не было, а по югам вообще не было. И как это сказалось на насекомых, которые привыкли зимовать, по сути дела, под слоем снега. Затем весна, лето, и мы четко видели, что многие даже обычные виды насекомых не смогли перезимовать в 2020 году. Большая доля их особей вымерла. То есть им комфортнее с той зимой, которая у нас вот сейчас была? Которая в этом году была, которая традиционно была в 19-20 веке. Ну что ж, я желаю вам успехов в ваших научных исследованиях. Спасибо вам огромное. А прямо сейчас я предлагаю вживую посмотреть на героев нашей сегодняшней программы, на главных героев, и узнать, как же живется бабочкам в городских условиях. Я очень хотела еще одного домашнего животного, ну, какого-нибудь небольшого. Посмотрела немного в интернете и увидела таких удивительных бабочек. Так появились у Алисы голубая морфа, парусник Леви и троидес, ухаживать за которыми девочка начала еще до того, как бабочки появились на свет. Чтобы куколки чувствовали себя комфортно, рассказывает школьница, нужно в первую очередь обеспечить им влажный климат, а перед самым рождением приобрести специальный домик, чтобы бабочки ночью без присмотра никуда не улетели. Брать в руки новорожденную бабочку, кстати, тоже сразу нельзя, подождать придется как минимум 2 часа. Перед первым полетом они должны высушить свои крылья. Особое внимание к питанию, но здесь в принципе все несложно. Бабочек кормить можно апельсином и специальной едой, или водой, мед плюс сахар. Тоже для них вкусно.
Чтобы крылья бабочек были здоровыми, рекомендуют опрыскивать красавиц обычной водой комнатной температуры не менее 5 раз в день. Ну а самое главное – следить за тем, чтобы форточки и окна были закрыты. В противном случае необычный домашний питомец от вас может попросту упорхнуть и, скорее всего, это уже говорят специалисты, погибнет. В целом, конечно, выведение дома бабочек, ну а это, как правило, какие-то ярко окрашенные тропические виды, да, может быть, это морфа или какие-то парусники, не представляет опасности для экосистем наших, ну, по очевидным причинам, да, поскольку данные бабочки в нашей фауне жить не способны. Решаясь, да, на такое предприятие, разведение дома бабочек, нужно детям объяснять, да, что срок жизни взрослого насекомого, он крайне короток. Да, то есть это обычно 1-3 недели. Вот с тем, чтобы ребенок был готов к данному повороту событий и понимал, что жизнь бабочки, она крайне эфемерна. Фермы бабочек называются бабочкари. Объявления о продаже с каждым днем в интернете все больше, и чаще всего в рекламе их презентуют как отличный развивающий подарок для детей. А между тем, такие фермы работают еще и на науку. Ученым теперь не нужно, как раньше, изымать конкретный вид порхающих цветов из естественной среды обитания. А значит, есть возможность сохранить численность и многообразие бабочек в природе. Сегодня мы окунулись в мир живых цветов и, надеемся, помогли вам узнать много интересных фактов о бабочках. Это была «Наукомания», я Екатерина Берецкая. До встречи в эфире. Как всегда, постараемся вас удивить.